друзья, это шоу «Не до шуток». И у нас в гостях сегодня уникальный гость. Это народный депутат и слуга народа Дасан Бекешев. Если что, вот он. Какие-то малочисленные аплодисменты были сейчас. Нет, у нас никого нет уже. Что, серьезно, что ли? Да, мы же будем транслироваться просто, и людей нет пока. Да. Зачем нам люди? А что ты? Я думал, ты представишь как типа человек, который видит все проблемы. Человек, который видит все проблемы изнутри. Живет по слухам. Живет по слухам. Не, кстати, а чего вы в войнах решили сниматься? Вот просто В войнах? Да. Потому что вы не видите конечный результат. Не, на самом деле через шутки просто можно донести же какие-то проблемы. Это же не тупо ты там вышел, лишь бы давай я поприкалываюсь, да? Ты же через шутки же какие-то вещи доносишь. Вот. Да, мы немного поговорим, да, с вами? О шутках? Нет, о вас, в общем, о детстве, да, ну, немного. Попробуем. Да. Хорошо. Вот, я читал то, что вы вот где-то в 6 лет, да, потеряли зрение? Ты где это читал? Ну, где-то. Где-то? Вот. В 6 лет, у меня до 6 лет было слабое зрение, а после 6 мне сделали операцию, вторую, и она получилась неудачней. Вот. Из-за операции, да? Да. Я вот всегда хотел спросить, как вы можете решать проблемы, не видя их? Всегда ты у кого хотел спросить? У вас? Почему ранее не спрашивал? Потому что у меня не было возможности с вами встретиться. Да? Да, мог Вас написать. сложно найти. Да ладно, хорош. Легко потеряться. Кстати, меня найти легко, знаешь почему? Почему? Меня где оставил, там и найдешь. Не, кстати. Это было сильно. Не, на самом деле у вас жесткая самоирония, это похвально, да. Ну, надо же действительно понимать, знаете, я могу вести себя по-другому, там, ой, я бедный, несчастный, но кому от этого лучше будет. Да. Ну то, что вы в войнах снимаетесь, меня есть за это непростительно, если честно. Это вот низ. Вы же не видите. Может, не Вверх, показывать. может, вверх, да. Самаке, смотрите, у вас недавно случился конфликт. Так. С кем у вас? Я забыл. Я только вас запомнил. А вы его не запомнили, да? Да, не, мы его не знаем, честно. Мой коллега был, Да. а конфликт вообще, я сам откровенно скажу, не конфликтный. Я бывает эмоциональный, но не конфликтный. Но если человек продолжает меня оскорблять, когда я его пытаюсь, вежливо успокоить, и продолжает это делать, уже, конечно, любой человек выйдет из себя. Вот. Наверное, это и произошло. Стоял там. Нет, что именно произошло? Какая была Ну, причина? мне не Слово за слово, что ли? Или Это, как? знаешь, это вот как вот бабы же вот ходят там, вот меня вот так там побили, Да, или там, да. мне не хочется это рассказывать, честно скажу. Окей. Просто был конфликт и все. Я думаю, что мы его когда-нибудь разрешим как-нибудь там, Посидите в целом- день. Паразан. Не, я Паразан. не знаю, мы все равно не единомышленники, но я думаю, что там он сильно обиду затаил еще такую, что может что-то такое плохое сделать, да? там. Еще один вопрос, извините, что Да. всех перебиваю. Почему несколько депутатов, один депутат может голосовать за нескольких депутатов? Не знаю. Я сегодня такой же вопрос спикеру задал. Можешь у меня в Инстаграме поставить, кстати. А я, кстати, видел этот Да? ролик с этим, с Исимбаем. Ага. Да, и он там говорит, как вы пользуетесь телефоном. А, Я как это он мне сегодня разговаривал? увидел. Да. Смешно, да, разговаривал? Да. Рассказал он там. Да, он там смешно Да, рассказал. да. Да. Птичий язык, говорит. Я тоже офигел, прикинь. Да, есть такое. Да? А почему? Как вы улавливаете? Не, там просто скорость настроена на быстрое чтение. А почему это? А нафиг мне медленно читать? А. Время же экономить надо. То есть, если человек вам отправляет смс, Ага. это автоматически озвучивается телефоном. Я так Не правильно? автоматически хорош ты что. Как Зачем он такой головняк? Это по моему хотению, по моему велению он будет читать. Но он озвучивает. Да. Если я захочу, если не захочу, он не будет читать. А так, прикинь, если тебе кто-то напишет, и рядом сидит другой кто-то, Да, и да. он нечаянно услышит, что написали. А как вы понимаете, какой человек кто написал? Он же озвучивает все имя, телефон там. А. От кого Да, сообщение? хороший, он же и новости все читает. Вот. А. То есть я сам отвечаю в Инстаграме, пишу в Твиттере. И на комментарии тоже те? Не, ну, Тоже. комментарии редко, там слишком много же их. Да, да. Вот так вот. Так, вот, давайте
давайте рассказывайте, какие проблемы есть у нас в городе, которые волнуют именно вас. Вот несколько проблем. Именно вас. Именно меня? Да. вот первое. Тротуары. Почему? Блин, это труба фигня. Я стараюсь ходить пешком много. Мгм. А тротуары у нас беспонтовые, честно, там ты можешь подскользнуться или споткнуться. Особенно я вот, блин, представляю, как тяжело мамам, которые с колясками ездят, да, там, или лицам с инвалидностью, очень тяжело. Да. Эти же слова были, кстати, с Ирланом Кукулу. Да? Да, Он он слово в слово слово говорит. то же Вот самое это говорит. точно такую Нифига же себе. проблему. Он, значит, думает, как я. Походу. Точно. И видит. Тротуар. А кто этот? Мы у Эрлана спрашивали, он не ответил нормально. Кто должен отвечать за тротуары? Мэрия. Мэр. Мэр? Мэр, сам? да, мэр А кто у Бишкека. нас мэр сейчас? Ты знаешь, я честно, я вот не помню. Без шуток говорю. А, Вы не поняли? Прикинь, трижды, да, я- поменялись? Там же меняли, и в итоге кого-то поставили, кого-то молчаливого, я что-то его даже не запомнил. Кто это. Очень резонансно было, когда Эрмека Нургазиева поставили мэром. Он сколько был? 3 часа мэром? Да. Он уже грандиозный план озвучил, что он там будет какие-то кредиты брать муниципальные. Ну, Да, понятно. И Diamond Resort себе строить. да. Да, говорит. Да. Давайте дальше. Еще какая проблема? Тротуары есть. Тротуары мэрия вряд ли сделает, потому что не знаю. А ты думаешь, сколько- другое что сделать? Ну, мы надеемся. Не, а что- кто? А вы им Допустим, говорите вообще об этих Да. проблемах? Не, Они есть у что нас ли? местные депутаты. Вот, кстати, местных Скоро будут депутатов, выборы. да, местных депутатов мало кто знает вообще, что они существуют, но они есть. Мгм. Ну Они да. где-то есть, где-то заседают и что-то обсуждают. Вот, по идее, они должны контролировать, вот, как тротуар построили, как дорожку построили и так далее. Мгм. Но если говорить о второй проблеме, чистота города, отсутствие чистоты. Вот так я бы сказал. Откуда вы знаете? Если вот этот городской Не, ну как, ты идешь, воняет грязно, пыльно. Пыль это же тоже грязь. Это на самом деле у нас город очень пыльный стал. Да. Это из-за того, что просто нету растений очень мало. Вот, ну и мусор. до самого Баке я читал то, что вы один из первых, кто начал говорить о том, что поставили на светофоре, чтобы слышать можно, да, для слепых. Слышать можем? Да. Ну это эти Как это называется? звуковой светофор, да? Да. Мгм. Один из первых, кто законопроект. Я, короче, в 2013 году, это не то, что законопроект был, я нашел спонсоров, и мы по городу установили таких Мгм. на нескольких перекрестках. Вот, поэтому... По Белинке, да, да, по-моему. по Белинке, ой, да много где было. По Советской Джебекжилу Горького. Исанова, там, Юнус Алиева, Сухайбатора. То есть Мгм. мы взяли сперва 10 перекрестков, Вы сделали обычно 10 где вы перекрестков. ходите, да? Да. Вашего дома тоже. Нет, на самом деле это было так, что я советовался с лицами с инвалидностью, где они часто бывают. Мгм. Вот. А вы вообще собираетесь на такие встречи, там, скажем, анонимные? Анонимные? Да, для слепых. Да, хорошо. Да, хорошо. Таких анонимных не бывает. Я один раз- я Ты один прям раз- сказал, у анонимных алкоголиков Да, только такие да, встречи такой, они бывают. сидят такие. Короче, Достан, нам нужно, убрать там этого. Да нет. Это Там как это, да, я не знаю, там босс слепой Да, мафии. да. Прикольно же. Кто вам дал идею снимать вайны? Нет, никто это не давал. И Вы сами просто так начали? это же как, я опять же Предложение говорю, было. это же делается для того, чтобы обратить внимание на какие-то проблемы, Мгм. на какие-то вещи. Мгм. Вот и все. Не, а вот они вам заплатили за то, что вы в войнах снимаете? Кто? Не знаю. Вы Я не сам знаете, себе с кем что вы ли? снимаете? Я сам себе А, заплатил. это вы сами? Да, хорош, ты что? А, Смотрите, а на что вы обратили внимание Это этими он еще и сам войнами? это На придумал. какие проблемы? Это пиздец. У нас многие же воспринимают же лиц с инвалидностью вот как бедных, несчастных, жалких людей, да? И я бы не хотел, чтобы так к людям относились. На самом деле среди таких людей есть умные, тупые, богатые, бедные. То есть это все те же такие же люди, только у них есть какие-то физические ограничения, да? Вот. И я хотел бы, чтобы к ним равно относились. Вот, собственно, поэтому такие войны и пошли, наверное. а. Вот. Ну, Я вам один как... раз видел этот митинг людей с ограниченными возможностями, и они жаловались на вас. Да, я знаю, это кто. Видели, Это, да? Кто жаловался? это есть люди, которых я не удовлетворил в плане того, что
А одной женщине, вот там одна женщина яро выступает везде, я ее родственника не вытащу из тюрьмы. Он глухой, но я не обязан вытаскивать из тюрьмы. А другой, там один мошенник ходит среди них, у него там несколько земель, домов, и он еще выпрашивает у государства. Да, там, у меня прям все документы есть. Третий там, ну, то есть у каждого там Ну, алчные свои люди. хвосты. На самом деле это очень алчные и очень злые, завистливые люди. А давайте последняя, третья проблема. Третья проблема. Да. Ох, очень много их. Но на самом деле проблем очень много. Но я думаю, следующая проблема это то, что пока мы все не ощущаем, но ощутим скоро, это отсутствие нормальной вот этой инфраструктуры под землей. То есть, о чем я сейчас говорю? Это трубы канализационные, которые на 73% уже изношены. Мы лично пока это мало ощущаем, но уже там, тут происходят разрывы. Мэрия, поэтому ей приходится копать. То, допустим, новую дорогу построили, они потом раз, через год опять копают в этом месте. Вот. Это очень большая проблема для города. Нет, для вас, для вас. Мне кажется, вот нужно, прежде чем дорогу кто строит, нужно им определенные правила, да, установить везде, посмотреть работоспособность труб, Да. там, что там вокруг. Согласен, но ну, так же под не землей. делается. А Так как же не делать? делается. Просто нет, там это же строится. на Они просто законопроекте можно же такое сделать, чтобы каждый... Не, я думаю, где-то это все равно записано, просто делается это как обычно. Ну, хотя же всегда работу себе найти. Ну да. Сделали дорогу новую, через год думают, блин, работа нужна, надо откопать. Нужно бабки. Вот сейчас конституция, которая будет у нас, да? Да. Референдум же будет, да? Да. Кстати, вашу передачу могут закрыть после этой конституции. Потому что нам материться нельзя будет. Потому что она будет противоречить некоторым нормам Конституции. Например, каким? Например. А там четко написано, что будет перечень информации, который будет ограничен законом. И, скорее всего, туда как раз и войдут все то, что связано с нецензурными выражениями и так далее. Короче, мы будем превращаться потихоньку в Россию. В Россию? Да. Если в Россию еще хорошо. Нет, ну, в плане ограничений в интернете, материться, там что-то показывать. Ну, я думаю, да, вся тенденция к этому идет. Наоборот же нужно нам, дать нам свободу, чтобы мы ярко выражали свои взгляды, эмоции, чтобы мы прямо говорили, ребята, у нас тут проблемы, там проблемы, правильно же? Как вы на это смотрите? Ну, я поэтому же выступаю против Конституции. В любом случае, эта конституция будет, поскольку, насколько я понимаю, да? Я думаю, да. Давай не будем о грустном, все хорошо. Допустим, Конституция будет. Допустим, возможно, эту передачу закроют. Возможно. Ну, А за что вот конкретно? за то, что она будет противоречить каким-то законам, вот и все. Короче, повод найдут, да? Ну, вы Да, уверены конечно. в этом? Не, я не то, что уверен, я говорю то, Я что знаю. если Я захотят, поспособствую. если вот прям вот напрягать будет эта передача кого-то, она закроется. Ну все. Так, ну так, в принципе, совсем у нас в стране происходит. Вот. Ну да. Ну да. Повод найти всегда можно. Конечно. Сложно. Если Конституция такая плохая, и это так очевидно, почему никто на это не реагирует? Ну, я думаю, людям не до этого. Все же, по большей части, на что обращают внимание? На то, что цены растут сейчас на продукты питания. Многие больше этим заняты, чем обычной жизнью. У нас и действующую Конституцию многие не читали. А есть Блин. что-нибудь, вот Положительное что-нибудь светлое, есть. да? Что-нибудь В нашем положительное? будущем. Вот В смотри, нашем ты будущем. сейчас вот же дышишь же, да? Я думаю, это положительно уже. Не, кроме этого. Есть же много тех, кто уже Ну, не это дышит. звучало как угроза, если честно. Ты дышишь, радуйся. Нет, смотри, на самом деле надо в любом случае жить, продолжать. Это все течет, изменяется, человеческие законы меняются, поэтому просто надо жизнь тоже наслаждаться. А что делать? Ну и фиг с ним, ну меняется там что-то в плохую сторону. Ну, если постоянно думать о плохом, у тебя и жизнь будет плохая. Что по Поэтому, поводу легализации? ну, я Да. думаю, что классная надо тема. декриминализировать сперва. Да? Надо убрать ответственность за то, что ты употребляешь. Вы курите? Нет. Пробовали? Чего? Траву? Ну, О чем ты, бля? в принципе, это было давно очень. Это еще было школьный... День Нет, назад. Я в этот 14 Школьные школу годы. ходил. школьные годы это было. Школьный год? Да, это просто я связался со взрослыми ребятами, нехорошими парнями. Но, правда, эти парни меня научили играть на гитаре. Вот.
хоть какая-то польза была. Они не слепые были. Да хорош. Нет. Не, Ты что зациклился на эту не, тему? я просто читал Да. то, что вы ходили в специализированную школу. Да, ну это же не значит, что я Жил. только там был, да. А, вы в другую школу ходили? Нет. Я что-то... Плохим пацанам. Да-да-да, такой на район схожу. Курить ходил я через дорогу. Мы шутим. Да. с ними. Не закрывайте нас. Да. Да. М. Грустно. В общем, тогда мы подытожим. Вы можете сделать обращение к молодежи для того, чтобы хоть как-то сосуществовать с этой конституцией и работать дальше Ну вот в интернете. я лучше к вам троим обращусь. Да, давайте. Да? Да. Можем, да, поговорить. А мы передадимся. Читайте побольше книг. Почему? Не материтесь. Нагружайте свой мозг чем-то интересным. Тоже. Это очень полезно. Жизнь на самом деле настолько разнообразна. Вот, честно, в жизни очень много вещей таких, которые могут приносить удовольствие. Не обязательно расслабляться путем алкоголя. Это я вам говорю. Сейчас я вам буду лекции читать. Вот. Курить это очень плохо. Не, мы Вот. на самом деле мы много не материмся. Да? Да. Иногда только. Да, иногда. Ну вот. Когда Я тоже- пиздец Как и вы. просто. Нет, я тоже очень редко, честно. Да, да. Вот. Иногда это нужно. Вот, знаете, вот когда достают, реально, это мы же на самом деле от животных чем отличаемся? Что у нас есть ум, но когда нас разозлят, мы как животные себя ведем, да, правильно же? Вот. И у меня тоже бывает. Это как ты стресс таким образом сбрасываешь. Но желательно, ну просто так не материться. Да, Это не, фигня. вот, А Вот. как эмоции? Вот, Ну как передавать? эмоции? Ну ты злость, там, я не Нет, знаю. есть иногда Нет, моменты, одно без дело, этого когда ты никак. едешь в машине, и вот там кто-нибудь там, какой-нибудь баран какой-нибудь выехал, да, там, Да, ты да. ему говоришь, ах ты ж ёп, ну, Да. блин, да, там и так далее, да. А другое дело, когда ты для Ютуба снимаешь и говоришь там вот там. здесь Специально, и так да, далее. Да, материшься? специально, вот. Опа, жесткий этот, Да, да, да. жесткая бочка Хуралы. Вот. Ну, Курал уже все понял уже. Вот. Вы не видите, но ему стыдно. Да, я знаю. Я знаю. Он краснеет. Наверное, а может зеленеет. Можно еще один вопрос? Вы видите сны? Сны, да. Но не такие, не ярко-красочные, не цветовые. Звуковые? Не, они же разные бывают. Еще осталась память некоторых вещей, вот, и, скорее всего, иногда мозг там комбинирует, что-то там, какую-то кашу выдает. Вот. Хорошо, да. Допустим. Что-то получается. Что-то получается, да, Мне какие-то теперь сны. интересно, давайте рассказывайте. Какие-то сны получаются. Не, Вот. вот какие? Он сказал уже в завершении. Все, Да, хорош. Мне просто идет. Давайте этот момент разберем. Это можем вне эфира с Вы, тобой поговорить. вы даже можете не спать и видеть сны, по Нет, идее. Это глупость. А, это глупо. Ну, конечно. Это, кстати, те, кто часто моргает, они периодически засыпают. Про книгу Серьезно? тебе говорил, Да. брат, мне Ты кажется. знаешь, да, что вот частое моргание, оно как раз признак того, что у него мозг периодически засыпает. Вот. Так что вот так вот. Прикольно. То есть у кого Круто, нервный тик, у круто, них круто. мозг Давайте, засыпает. ребята, подытожим и поблагодарим нашего друга теперь. Вы же друг? Вы будете нашим другом? Пожалуйста. Теперь он нам очень... Благодарим вас за то, что пришли к нам, уделили время, нашли нас. И А его слово же. он же сказал уже. Да, А, я он же вам только- лекции почитал. Да. да. Спасибо за наставление и надеемся, вы еще раз придете к нам после Конституции Да. и вы скажете то, что я, оказывается, ошибался и все нормально. Самому что-то смешно стало. Спасибо, всем пока, ребята. С вами был Дастан Бекешев.